Видеосюжет Рады Аргун посвящен, конечно же, войне. Войне, которая по своему обыкновению приносит муки и несчастья всем, кто волею судьбы был охвачен ею. Посмотрите небольшой видеорассказ о судьбе абхазского мальчика, которого жестокая война наделила участью взрослых. Он нашел себе место в этой войне. Посмотрите и задумайтесь. Это очень страшно. Во всей этой военной суматохе мы, наверное, редко заглядываем в глаза наших детей. Что с ними стало, какие они сегодня? Познакомившись с 11-летним Русланом Гуладзе, который стоял рядом с отцом всего 7 месяцев на позициях Восточного фронта, охраняя его своим детским сердцем, я поняла, что для этого ребенка война стала жизнью, а жизнь – проверкой на мужество. Война застигла Руслана в Кутоле, отец же был в Сухуми и сразу же поспешил за сыном. Так и остались они там, вдвоем, на дорогах войны, отец и сын. Руслан же настолько наловчился и разбирается во всей военной технике, автоматах, что, как признался Лаврик, его отец, даже ему приходится иногда с ним советоваться. أي لافريك نسورة يونر ويصوح حرد نسيبشوكي حسب لوباخا أري أبدت شنيوان سكورة وبراخ تشمشرو عم زويت وشتوسمي أيوقجتي نسجيز شوكس خد سوتشكون دوا قلوب حرد رس وخش بوبز بري يأزار يسحب تسلخ وبلوب نسوي أمين وتر السماس تكون زوجك يوم سبسازة يعني سما واحد أجي أخي بصي قزر جيب صد يلي خشوا وبتيجي حبس وصل هذا ورا خجول دال كنت وأنا جالب وش كان زوج دال كان صد زجرج يستخدم خيري موي يرى يشتغل هذا يخن زيديك عوالة بس دموس لبطولة دقي بشيد دزم دور حاج جديد قزم وشمشيرة ناس وسطوش الفرنت حاجو بري سيجدر دروت أبي خوش بس دق أنا برا دي بشيد حنا كوي مربجازي جبرا حقي أصدقاء بري ناس جزء شو كسي خدسويت أبجردات قلت يرى وجانم قدزو بري حبخ أنا سبستازر جيفها أشتوب مكانه بري دنيا بري بشرة حردا حزق حبسخ تخبري رجي دنيا خبشي شكالش يابسخ بح ده شكالة قناة زبح سزدران شي بسخ ما يرى وروج يرى يبسخ رتو يسحب بريوب شبسوي درويت أبسطش شيء بيدرويت يبصدق الأخشر زحن ريزيلم كاز جي باكو يبزقو ريزيلم كاكو ناس يخشوا بس يختني كنا تخشوا بيرا ياشنا يري يقيت ساتسر سخمخ بتشكي الزقم تزقو ريزيلم كاكو برا يتسترس دخوب برخ برناح على أواز في دولتي يخسر يلا كي بشوك حقون تبتس ناس وس سكيهانا جت حكحوا ده ومشوني حتى والله غرت مخاوقات بخذوا شوي حد وحزب شيء حكى حرق حد ناس اللي يفتمات يكز بطران كثير في نص حد أبخي وروس شودي حد ناس سش شودي حد بس حبرنا حاجة رسالة حكام حيد يحمي ترى يحس شمس الدرا ما خير كشرك مقعد بس حيتساعد رسالة حبقنا كبرات دخي از نساي باش شاخات شو جد خريله جوا زيجيز وبرت رزح انه بريد ديشباي خوبشوز بري خوجي دانيلك عاج كنت شاي باش نربل قربي اخو يزبنزر اخو جبرات دوقب براد هايت حاحمي بشير ناس بحب بشير وحباس بتشكل يقضيت يقضوني أنا وزلاق ناس يرجع يخرجك يبز نشطوهم ثاني لقوا شو ما حد رز عوان رز صعب درجة بقيت صونا بس حقيقي بروقه بس يبشر حاجة. Столько было ситуаций опасных. Вот ты никогда не задумывался или о смерти, или о чем-нибудь таком? Вот ты чувство боязни, страха у тебя не было? Ну, кто все боятся. Любой боится человек, когда падают бомбы. Но надо не бояться. Надо сидеть в окопе. Убегать от бомб, смотреть, когда падают, когда летят бомбы. Уходить надо от бомб.
Если не уйдешь, пойдешь в лобовую, может убить, может ранить. Слушай, а вот этот автомат, как мне сказали, это у тебя трофейный, да? Ты не Это расскажешь? не мой автомат, это папин автомат. Так. А мой автомат находится там, АКМ. Я оставил на оппозиции, Артур держал, свой автомат отдал другому. Как держал свой автомат, ранили его, а сейчас кто держит, не знаю. Не знаю, что находится на оппозиции. Что у тебя в памяти осталось? Ну, сейчас я подробно не буду рассказывать, что у меня в памяти осталось. Ну, так и осталось в памяти, когда бомбили, в день 5 раз сушки бомбили. Начиная с первой оппозиции до центра Кутола бомбили. Как убило людей, как разрывало, как убивали людей, как разорванные люди грузины приносили. Ну, я думал, как там сидят ребята в оппозиции, не попала ли бомба в них. Потому что там все мои братья сидят. Ну и думал, попала бомба, когда бомбили, я туда ходил, смотрел, кого ранило. Один раз я когда в Ткварчеле был, ранили Артура, привезли, меня там не было в оппозиции. Когда ранили Артура, я приехал в Джигерды, он в Джигердах лежал без сознания. И оттуда в Ткварчеле повезли, а потом привезли сюда. Ну, когда мы хотели с ним сесть в вертолет, там другие люди зашли, а нас не запустили в вертолет. И мы сели другие люди, которым не надо было лететь. А мы остались. И только на 6-й день мы прилетели сюда. Он уже в сознание пришел, все. В больнице я его увидел. Просто ты говоришь, что ты хочешь опять туда вернуться, да? Хочу вернуться и поеду туда. Сюда ехать я не хотел, у меня просто баба. Если Артура не ранили, я сюда не приехал бы. Сейчас Артур, когда выздоровеет, я опять пойду туда. А если тебя не возьмут или не пустят? Кто не возьмет? Кто меня не возьмет? А я спрашиваю. А? Вдруг? Вдруг? Да. Я никого не буду спрашивать. Сяду на вертолет и поеду. Все. Нет, такого не может быть. Что меня не возьмут. Потому что ты никогда не вспоминал вот эту мирную нашу жизнь, спокойную, когда ты просто ходил, игрался, бегал, я не знаю, просто не скучаешь ты по тем временам? Нет. Как? Вот так, не скучаю. Хочешь воевать? Да. Ты не хочешь, чтобы настал мир, чтобы все стало Кто опять не хочет, чтобы настал мир? Все хотят, чтобы настал мир. Но когда война, надо воевать. Насколько раз, уже если война началась, надо воевать до конца. А не то, что говорил, я 7 месяцев воевал, сейчас мне надо отдыхать. Я хоть и не воевал, просто я ходил по окопам. Когда попадался бой, я тоже стрелял. Ну так я же не могу сказать, чтобы я человека в упор стрелял. Они бегут, а ты в них стреляешь с автомата, а ты убил его или не убил, ты не знаешь. Все, больше я ничего не хочу сказать. В конце неохотно говорливый Руслан сам попросил нас снять его собачку. Тут уж, конечно, он не был похож на тот образ мальчика Гавроша, которого судьба забросила в огонь войны. Да не прервется путь маленького Руслана и всех его ровесников в этой тяжелой и жестокой схватке.